Рахмон открыл дорогу в Хатлоне. В Узбекистане побрили туриста. Душанбе. Покушение на муфтия. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возглавил церемонию открытия дороги, которую недавно построили методом хашара жители 3 сел района Хамадани Хатлонской области, сообщает «Настоящее время». Жители нескольких отдаленных сел, не дождавшись помощи от властей, самостоятельно построили 14-километровую дорогу. Примечательно, что ситуация с постройкой дороги лишь один из многих примеров того, что жители Таджикистана вынуждены сами строить объекты инфраструктуры. Режим Рахмона постоянно перекладывает непосредственные обязанности государства на плечи частных предпринимателей и простых жителей страны. Люди в сельской местности сами строят и ремонтируют школы, мосты, систему водоснабжения. В некоторых регионах жители самостоятельно собирают деньги и проводят ремонтные работы на дорогах, соединяющих их с районными центрами. Таджикский режим, вместо того, чтобы обеспечить надлежащие условия жизни для своего народа, часто призывает граждан тратить свои с большим трудом заработанные в трудовой миграции деньги на решение инфраструктурных проблем. Вместо совершения хаджа население призывает тратить деньги на выполнение обязанностей государства. Это вызывает противоречивые чувства у многих граждан, особенно учитывая тот факт, что хадж является одним из 5 столпов ислама и обязательным для верующих, обладающих достаточными средствами. На фоне всего этого особенное возмущение населения вызывает тот факт, что власти продолжают тратить значительные суммы на организацию пышных государственных праздников и торжественных мероприятий. Каждый год в стране отмечается множество праздников с большим размахом, включая встречи высокопоставленных иностранных делегаций и национальные праздники, на которые уходят колоссальные средства из бюджета. В Узбекистане прошли очередные массовые рейды против мужчин, носящих бороды, сообщает Радио Свободы. В ходе операции бородатых мужчин приглашали в местные отделения МВД для бесед, после чего принудительно брили. Причем, как сообщают журналисты, в числе жертв нового витка кампании по борьбе с бородой оказались даже известный певец, призер Олимпийских игр и турист. Напомним, что кампания против ношения бороды в Узбекистане началась еще при предыдущем президенте Каримове. То есть преследование мужчин за ношение бороды не является новым явлением. И хотя приход к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году был встречен народом с надеждой на изменения, практика контроля и подавления религиозных атрибутов, таких как ношение бороды, возвращается к уровням времен правления Каримова. Buni jazo olmayotganni shaxsiy fikrimcha ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda bular jazo olmayotgan sababi bu buyruqlar ancha yuqoridan kelyapti. Endi qay darajada yuqoridan kelyapti bilmadim, lekin ancha yuqoridan kelyapti. Shu darajadan ular shu sababdan ular jazolanishdan qo'rqmasdan insonlar huquqlarini, ya'ni buzishyapti. Ular bu huquqlarni buzayotgan shaxslar xodimlar ular jazo olmasligini bilishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan qilishyapti va jazo olishmayapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab biz fuqarolarda o'zimizda ayb. Ya'ni biz haqqimizni yetarlicha talab qila olmaymiz. Наблюдатели считают, поведение силовиков нельзя списать на перегибы на местах, ведь очевидно, они получают такой сигнал из Ташкента и от администрации областей. Так, например, в 2019 году вспыхнул скандал после публикации аудиозаписи, на которой глава второй по численности населения в Узбекистане Ферганской области Шухрат Ганиев на одном из совещаний в очень грубой форме поручил своим подчиненным начать кампанию против ношения бород у мужчин и хиджабов у женщин. 386 человек – это мерзавцы с бородой. Проведенные исследования показывают, что больше всего неухоженные бороды носят жители Коканда, Ферганы и Маргилана, а также Бувайдинского и Ферганского районов.
Кроме того, выявлена 851 женщина и девушка, носящие платки и хиджаб, не следуя культуре одевания. С ними были проведены разъяснительные работы. Позже 300 из них сменили свой внешний вид. Председатель Совета улемов Таджикистана Саид Мукаррам Абдулкадирзада подвергся покушению около центральной мечети в Душанбе. В результате муфтий получил легкие ранения, а нападавший задержан, сообщает МВД Таджикистана. Очевидец происшествия рассказал радио Азади, что неизвестный напал на муфтия с ножом, причем целился он в голову. Вечером 11 сентября муфтий, как обычно, приветствовал прихожан после молитвы, когда на него напал молодой человек. Он нанес удар ножом в лоб Абдулкадирзада. Прихожане отреагировали незамедлительно и задержали злоумышленника. Отдел милиции района Самани находится рядом с мечетью, и сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли к месту происшествия, сообщил очевидец. Примечательно, что в тот же день пресс-центр МВД сообщил о нападении из хулиганских побуждений колюще-режущим предметом, в то время как сам Саид Мукаррам Абдулкадирзада в короткой беседе с радио Азади 11 сентября сказал: «Поводов для беспокойства нет, у меня со здоровьем все хорошо». Наблюдатели высказали сомнения касательно официальной версии происшествия. Очевидно, власти решили максимально замять скандал и не связывать покушение на муфтия с его профессиональной деятельностью, которая в основном заключается в оправдании любых действий режима Рахмона. Ни для кого не секрет, что Саид Мукаррам Абдулкадирзада уже на протяжении десятилетий поддерживает каждое направленное против ислама решение властей, каким бы абсурдным оно ни было. Только недавно муфтий поддержал решение властей о запрете ношения женщинами одежды, якобы не соответствующей национальным традициям. И потому, очевидно, данное нападение напрямую связано с деятельностью Саида Мукаррама Абдулкадирзада в роли муфтия. А сокрытие истинных мотивов нападения правоохранителями объясняется тем, что они не хотят, чтобы народ героизировал нападавшего, дабы тем самым не породить подражателей. Кроме того, хотя сам муфтий и МВД сообщали о хорошем самочувствии муфтия, все же он не смог принять участие 12 сентября в международной конференции о роли таджикских ученых и мыслителей в развитии исламской культуры и цивилизации, где анонсировалось его выступление. Разумеется, все это наводит на мысль о том, что покушение на убийство придворного муфтия власти Таджикистана преподнесли как нападение из хулиганских побуждений с незначительным вредом здоровью. گفتند که لباس ملی امروزه ما کلا مطابق شریعت است. متاسفانه این درست نیست، زیرا که چنانه که ما معیارهای شریعت رو بیان کردیم، طلبات شریعت باید کلا سطر جسم زن به جز رو و دستش پوشیده باشد. ولی امروزه نمونه ها رو من همه اش رو دیدم، مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر گشاده هستند. مویسری زنها هم پیشی مویهای پیش و هم در بر همه جا گشاده هستند. همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها نمایان است و این با معیارها و طلبات دین مبین اسلام جوابگو نیست.